Мошенники идут в ногу со временем. С развитием средств коммуникаций все чаще проворачивают аферы через интернет. Попробуем разобрать несколько методов, которые используют современные мошенники. Вам звонит некий человек и представляется сотрудником банка. Входит, так сказать, в доверие. После нескольких минут общения псевдосотрудник требует предоставить ему данные карты, после чего исчезает, как и средства с вашего счета. Чтобы не попасть в сети к мошенникам, нужно запомнить простые правила. Сотрудник банка никогда не попросит вас назвать какие-либо персональные данные о карте, а чтобы идентифицировать клиента, ему будет достаточно узнать паспортные данные и кодовое слово. Уже номера шел 8495, 8800 номер хул код уже Сбербанка Тараюлыш. 900 номера сообщений уит, ажмуя телефоны жетыч представляется даже шин как-то операция и ожели хаттер штилыш хул, так сухаттра уже хама дежда Сбербанка сотрудник из мошенника Ольги. Если возникает сомнение, действительно ли на том конце телефона сотрудник банка, просто прервите разговор и позвоните на горячую линию. Ее номер вы найдете на оборотной стороне карты. Самый простой способ обезопасить себя от действий интернет-мошенников – не передавать никому личные данные. Вся информация, которая есть на карте, позволяет определить ее владельца. Ни в коем случае нельзя сообщать 16 цифр номера карты, фамилия, имя, отчество держателя, срок действия, а также трехзначный CVV-код на оборотной стороне. Если же мошенники все-таки узнали эти данные, срочно обращайтесь в службу поддержки банка. По отдельности эти данные ничего из себя не представляют, и мошенники не смогут вас обокрасть. А вот если будут доступны все вместе, определенно есть повод для беспокойства. Некоторые случаи мошенничества просто удивляют, насколько доверчивы могут быть люди. Недавний случай тому подтверждение. В МВД обратился житель региона с заявлением, что его обокрали на 200 тысяч рублей. Во время беседы со следователем выяснилось, что потерпевший сам перевел эти средства на сторонний счет. Настолько убедительно оказались мошенники. Другой случай произошел с Хади Хаматхановой. Эта афера проходила через социальные сети. Я перешла по ссылке ВКонтакте и не заметила сначала ничего подозрительного. Потом на следующий день меня взломали. Я узнала это от подруги, которая позвонила и спросила, почему я прошу деньги. Потом я восстановила свою страницу, зашла туда и поняла, что очень многие мои друзья скинули деньги взломщику. Потом мне пришлось от своего имени переводить своим друзьям, и потратила я около 15 тысяч. Подавать заявление в полицию девушка не стала. Пожалела время, которое она может потратить, пока будет проходить следствие. Об этом решении уже жалеет. Моя подруга меня убеждала в том, что я должна подать заявление на взломщика и что его должны найти, но я не стала. И сказать честно, до сих пор жалею, потому что очень многие могут также пострадать, и мне кажется, нужно начать бороться с этим. Еще одна распространенная схема интернет-мошенничества – это аферы при покупках товаров через интернет. Все происходит следующим образом. Аферисты выставляют на продажу товары с сильно заниженной ценой, а при общении с вами сообщают, что желающих купить у него товар очень много и требуют либо полной оплаты, либо внести депозит. После перевода средств вы не получите ни товар, ни деньги. Подробно. Цуфуёха, мышты фоды, сага, щитат обаха, 30 астши, если же любой товар хам получи, штатадыс, тишмядыс, а через интернет зяш, с духами алдеры мошенники живой. С начала года на территории республики зафиксировано более 90 случаев мошенничества через интернет, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. 30 дел уже раскрыто. Сотрудники полиции просят жителей республики более внимательно относиться к переводам средств на сомнительные счета. В этом случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.